Добрый день, уважаемые курсанты и преподаватели! В эфире очередной выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. И сегодня мы с удовольствием расскажем вам о главных событиях мая. Прошедший месяц начался сразу с нескольких мероприятий. Во-первых, с общеколледжной подготовки к празднованию Дня Победы. Мы запустили одновременно акции «Георгиевская ленточка», «Стихи Победы» и конкурс стенгазет «Помним, гордимся». А во-вторых, с торжественного возложения венка к вечному огню в День памяти павших во славу живых. 6 мая весь состав колледжа вместе с приглашенными гостями почтили память воинов минуты молчания на площади Вечного огня. Также 6 мая наши активные курсанты приняли участие в городской открытой танцевальной площадке «Бал Победы», посвященной 74-й годовщине победы над фашистской Германией и в эстафете мира, также приуроченной к этой дате. Кульминацией празднования Дня Победы, конечно же, стал парад. По традиции наши барабанщики клуба патриотического воспитания «Барабанная линия» открывали парад Победы на центральной площади Ижевска. Открывают барабанщики колледжа государственной и муниципальной службы города Ижевска. Курсанты задают темп и ритм движения парадных расчетов. А также порядка 350 наших курсантов приняли участие в торжественном марше у Дома правительства Удмуртской республики и финальном флешмобе парада. Стоит отметить, что в этом году впервые в параде на центральных площадях своих городов принимали участие и наши филиалы Йошкар-Олы и Ульяновска. Еще раз благодарим всех курсантов и организаторов, вы показали себя более чем достойно. Следующее значимое событие мая – это, конечно же, проведение Министерством просвещения Российской Федерации Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность на базе нашего колледжа государственной и муниципальной службы. К нам приехали гости из 22 регионов России. Вы уже здесь, я обращаюсь к участникам, уже лучшие. С России здесь 22 команды. Лучших команд. Это были напряженные дни соревнований, и в итоге мы уверены, что победу одержал сильнейший. Еще раз поздравляем всех участников и победителей с успешным окончанием игр. Спасибо всем за честную и достойную борьбу. Завершился месяц на приятной и расслабленной ноте. 31 мая в нашем колледже состоялся заключительный концерт конкурса «Мисс и мистер КГИМС». Это было отличное шоу, все конкурсанты показали себя более чем достойно. Ребята удивили нас танцами, порадовали песнями и полноценно раскрыли свои таланты, за что им огромное спасибо. Кстати, это мероприятие стало традиционным для нашего учебного заведения, и вы уже сейчас можете подавать свои заявки на будущий год. А теперь перейдем к новостям из наших филиалов. 18 мая во всех филиалах колледжа успешно прошел заключительный день открытых дверей. Наши курсанты с большим интересом продемонстрировали свои практические навыки в приобретаемых профессиях абитуриентам и их родителям. Наш филиал в городе Йошкар-Ола в течение месяца показал себя на высшем уровне. Помимо мероприятий в честь Дня Победы, в конце мая наши курсанты выступили в качестве компетентного жюри на городских соревнованиях «Школа безопасности», которые были разделены на следующие модули: пожарная безопасность, поисково-спасательные работы, безопасность на воде, туризм и медицинская помощь. В Ульяновске последний месяц весны начался с добрых дел. Курсанты филиала совместно с волонтерами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» привели в порядок воинские захоронения бойцов Красной Армии, погибших от ран в госпиталях Ульяновска в годы Великой Отечественной войны и в годы Гражданской войны. Также в рамках подготовки к празднованию Дня Победы наши курсанты приняли участие во множестве мероприятий.
Посетили творческую встречу с писателем, поэтом, прозаиком, членом Союза писателей России, лауреатом Всероссийского конкурса «Проза детям» Лидолией Никитиной. Рассказывали о своих родственниках, воевавших за нашу родину в рамках акции «Война в судьбе моей семьи». Участвовали в финальном этапе конкурса «Читаем о войне» и, конечно же, впервые участвовали в параде на центральной площади Ульяновска. Далее курсанты филиала не сбавляли темпа. 16 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых состоялось торжественное собрание, посвященное 75-летию организации, где их привлекли в качестве волонтеров в помощь организаторам мероприятия. В преддверии купального сезона добровольческий отряд курсантов филиала выполнил водолазные работы по обследованию и очистке водных объектов Ульяновской области, а затем совместно с членами Ульяновской региональной общественной организации объединения ветеранов военного морского флота «Морское братство» мы посетили парковый комплекс истории техники имени Сахарова. Пожалуй, самое значимое событие филиала произошло в конце месяца, 26 мая. В честь дня рождения Санкт-Петербурга на масштабное шоу барабанщиков со всей страны приехали порядка 1000 человек, в том числе и наш ансамбль барабанщиц «Ульяна». Для девушек это был дебют. И какой! Данное достижение будет внесено в Книгу рекордов как самое масштабное выступление барабанщиков в мире. А с 1 июня в колледже государственной и муниципальной службы стартовала работа приемной комиссии. Часы работы приемной комиссии с 9 утра до 6 вечера с понедельника по пятницу и с 9 утра до 3 дня по субботам. На этом наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями. С вами была я, Бокарева Кристина. До новых встреч!